Каждая эпоха рано или поздно становится историей. Меняются люди, меняются ценности. О людях, которым честь была дороже жизни, это повествование. Герой нашей истории Чора Шуаипов. Рожденный в конце позапрошлого века, он пережил столько событий, что описать их можно лишь в многотомном труде. В его жизни отразились несколько эпох истории Чеченской Республики и двух империй – российской и советской, а судьба его не раз сводила с сильными мира сего. Чора родился в 1880 году в селении Дачу-Борзой. Его отец, носивший непривычное для чеченцев имя Серган, было еще и первое – Бука, имел много детей, из которых 6 были мальчики. Серган принимал участие в иностранных концессиях по нефтедобыче. Имя Серган – орфографический вариант французского имени Серж, которое дали ему компаньоны, и предполагал, что в будущем дети его продолжат его дело. Все мальчики получили образование, владели грамотой. Чору же, как самого способного, Серган отвез в Грузию, в Горе, и устроил в местную гимназию. За одной партой с Чорой сидел неприметный грузинский мальчишка. Вскоре мальчики стали приятелями. Чора легко овладел грузинским языком и даже стал помогать в учебе соседу по парте. Иосиф, так звали нового приятеля Чоры, часто приглашал чеченцев в гости, а вскоре познакомил со своей родней. Приятель Чоры, как выяснится позже, оказался никто иной, как Иосиф Джугашвили, будущий генеральный секретарь ЦК ВКПБ, вождь времен и народов. Серган по возможности старался навещать сына. Приятель Чоры торопил момент приезда Сергана, чтобы получить подарок за радостную весть. Всегда был солидным – 5 рублей серебром. Для Иосифа, мальчика из бедной семьи, это были бешеные деньги. По окончании гимназии приятели расстались. Иосиф Джугашвили поступил в духовную семинарию, а Чора Шуаипов вернулся в Грозный и продолжил учебу в реальном училище. По окончании училища Чора уехал в Петербург учиться профессии горного инженера. Окончить университет не удалось. Началась русско-японская война, и юноша ушел на фронт. Он вернулся домой с боевыми наградами и в чине офицера. Вскоре женился. Брак длился всего несколько лет, его жена оказалась бездетной. Вторично Чора женился в 1919 году на дочери известного в округе человека, героя Крымской войны Тепсы Ахмадова, Човки. Тепса был очень интересной личностью, он ревностно следил за чистотой окружающей среды. Сельчане уважали его, а некоторые побаивались. Перенесший контузию, Тепса был ужасен в гневе и за проступки наказывал жестоко. В этом же году произошло еще одно событие. Род Шуаиповых был приверженцем известного в Чечне алима и устаза Юсупхаджи Байватырова. В доме Сергана он был частым гостем. В этот год до Чечни докатились волны революционных перемен в России. К революции здесь относились неоднозначно. Юсупхаджи приехал в Дачу-Борзой, чтобы выразить отношение к власти большевиков. Узнав о прибытии устаза, в селении стали стекаться сотни его вооруженных сторонников. Устаз призвал не оказывать сопротивления новой власти. Эта борьба неравная, кроме гибели лучших и жертв невинных, она ничего не принесет. Вскоре Юсупхаджи эмигрировал в Турцию. Будучи безнадежно больным, устаз передал через паломников свою последнюю волю – быть похороненным на родной земле. Если это вообще возможно, то выполнить мое желание под силу только Чоре Шуаипову. Вместе с сыном устаза Магомедом, другой сын Алавди эмигрировал с отцом. Чора исполнил завещание Юсупхаджи, а помог ему в этом никто иной, как его бывший приятель-гимназист, а в 1925 году первое лицо советского государства Иосиф Виссарионович Сталин. Чора приехал в Москву и добился аудиенции со Сталиным. В результате ему не только разрешили перевезти останки, но и выделили спецвагон до Батуми. Дальше они добирались морем на пароме. В Турции также пришлось добиваться разрешения от властей и пройти необходимые юридические процедуры. Рассказывают, что когда на обратном пути таможенники-чекисты потребовали вскрыть гроб с телом устаза, и когда в темном вагоне сопровождающие чуть сдвинули крышку, из гроба появилось сияние. Растерянные чекисты, пятясь, выбежали на улицу. Тем же эшелоном тело Юсупхаджи было доставлено в Гудермес. Путь до Кашкильды, где его похоронили, люди прошли пешком. С тех пор там находится зиярат этого святого. В конце 20-х годов Шуаиповых раскулачили, а отнимать было что: мельница, магазин, пилорамы, дом и лавка, земельные участки в селении и в Грозном. Чора приготовился к худшему – ссылке. Это была первая ссылка Чоры и его домочадцев, и не последнее испытание в их жизни. Из этого изгнания семья вернулась, а в 1935-м Чора снова пережил один из самых страшных эпизодов в своей жизни. Как враг народа он был арестован и содержался в тюрьме в Грозном. Как-то на рассвете его вместе с остальными 5 сокамерниками вывели в тюремный двор и поставили на краю рва лицом к расстрельной команде. Им стали завязывать глаза, но арестованные отказались.
Тогда врагов народа повернули спиной. Раздался залп. Когда Чора очнулся, увидел, что 3 из них мертвы, а он и еще 2 живы. Это был изощренный способ запугивания, убийства живьем. Когда Чора вернулся в камеру, он был совершенно седой. Его приговорили к ссылке. Чора с семьей оказался среди репрессированных алимов, бывших офицеров и других врагов народа. Многие из них погибли. Чору приговорили к 10 годам лагерей и отправили дальше, в Магадан. А Човка осталась с детьми одна, без поддержки в Средней Азии. Через 2 года вернулась домой и Човка с младшими детьми и до самой депортации 44-го жила в Чешках. Когда 23 февраля 44-го в дом к Човке зашли солдаты, она решила умереть, но не согласиться с тем, что ее с детьми снова лишат родины. Она подошла к старшему и закричала: «Никуда я больше не пойду, стреляйте нас всех здесь». Офицер объяснил ей, что выселяют всех чеченцев, и только тогда Човка успокоилась и уже привычно стала собираться в неизвестность. Тем временем Чора, не имея ни малейшего представления о судьбе близких, пытался выжить, чтобы вернуться. Там, в лагерях, он встретился с двоюродным братом Иосифа Джугашвили, с которым познакомился в гостях у приятеля. Теперь он был братом Човки, по несчастью. Эта встреча окончательно убедила его в решении не обращаться за помощью к грузинскому другу. Чора выжил чудом и в 47-м отправился на поиски своей семьи, в которой уже не было 2 сыновей – Хисаба и Майербека. Старший сын Магомед закончил школу. В поисках семьи Чора наконец добрался до Киргизии, где, как ему стало известно, осела его семья. В Токмаке он спросил у первого встречного молодого чеченца, знает ли он, где живет семья Сергановых. Эту фамилию после первой ссылки он дал своей семье. Молодой человек ответил старику, что он Магомед, сын Чоры Шуаипова. Так, после долгой разлуки, повстречались отец и сын. В 1958 году Чора с семьей вернулись на родину. В его бывшем доме ему выделили 2 комнаты. В другой части дома находилась сельская амбулатория. Бывший магазин Чоры стал государственным. В домах братьев расположились классы сельской школы. Но вот чего не смогла лишить Чору советская власть – это уважение людей к его мужеству и умению стойко переносить удары судьбы. Чора щедро делился с односельчанами знаниями, которыми он обладал. Он владел французским, турецким, грузинским и русским языками. Сельчане собирались у него во дворе, садились на траву, и Чора читал им и переводил газеты и журналы. Чтение прерывалось комментариями, старики внимательно и благодарно слушали его. И еще одна особенность нашего героя – великолепная память. Он корректировал карты по памяти для геологических партий, регулярно приезжавших к нему. В молодости он исходил юг и запад Чечни, изучал предгорья и горы в поисках полезных ископаемых, ценных пород деревьев. В Чоре часто приезжали практиканты из Грозненского нефтяного института. Во время торжественной встречи местные пионеры повязывали врагу народа Чоре Шуаипову красный галстук, отдавали салют, читали стихи про партию. О чем думал Чора в эти минуты? Несмотря на все беды и несчастья, Чора Шуаипов прожил долгую жизнь. Он умер в 1965 году и похоронен в родном селе, откуда не раз был изгнан. Даже жернова беспощадной советской машины оказались бессильны против него. В памяти для всех, кто его знал, Чора остался настоящим конах. Для тех, кто знает, что это означает, других слов не надо.